Сегодня у нас один из знамений судного дня, малых знамений, это татавулу фильбуньян, ватабахи нас фи захрафат масаджид. Когда люди будут соревноваться, у кого будет высокое здание. Именно мусульмане в основном этим занимаются. В Дубае Бурдж-Халиф построили, и она там считалась самым высоким. Потом саудиты решили, мы еще круче построим. Сейчас в Джидде строится еще одно такое очень большое здание. Это вот этот пандемия, какой-то период они остановили эту стройку. Но суть, что мусульмане, бывшие пастухи верблюдов и баранов, это все кочевники, которые жили в палатках и пасли верблюдов. Это арабы Дубая и Саудии и других арабских странах. Они сейчас занимаются, у кого больше зданий, у кого круче здания, выше здания и так далее. Вот табахи наси фи захрафат масаджид, и также люди будут украшать свои мечети и как бы гордиться и кичиться, то, что у них очень красивый мечеть. Как то, что делает Кадыров, строит там такие дорогие красивые мечети. Или там Абу-Даби еще круче, там мечеть, очень большой мечеть построили. И итальянские люстры, ковры, ручного изделия, иранские, там, персидские ковры. То есть один там люстра может стоить $500 000. А таких люстров там, из таких ковров, там просто по нему пешком пройтись устанешь. То есть огромные сотни миллионов долларов, если не миллиарды, они потратили на эту мечеть. Я не говорю о мечетях Харамейн, Медине, Мекке. Там это невозможно сосчитать. Тут тиджарати, ватакарбул асваки. Также то, что увеличится бизнес, торговля и рынки как бы приблизятся, это тоже один из аламатов судного дня. Как вы сейчас сами видите, Амазон, там Озон, у нас там Авито и в разных местах очень легко стало все купить, продать. Тебе с доставкой на дом привозят многие вещи. И это рынки приблизились. То есть в одном сайте ты можешь, в одном приложении, что хочешь заказать, тебе домой привезут. Это на самом деле это из аламатов судного дня. Раньше такого не было. Нужно было идти, искать и на рынке. Иногда некоторые вещи за рубеж ехать, их доставать. Не было вообще. В Советском Союзе, вы знаете, элементарные, простые вещи. Холодильник, машину купить, сервант купить. Там где-то заказывали, очереди ждали. Не всем доставалось. Это только по блату кому-то это доставалось, кому-то большинство людей не доставалось хорошие вещи, качественные вещи. А сейчас это все товар переизбытки на рынке, и можно, сидя дома, что хочешь заказывать, и еду, и продукты, и товары, и одежду, и так далее.